Башкортостан, отец, Уфа, мать, мы в столице республики. Как, рассказывая о башкирских каникулах, не побывать в Уфе, в одном из самых зеленых городов России. И пусть зелени в нашем заснеженном выпуске будет немного, мы все же попробуем показать Уфу такой, какой ее редко видят туристы. Немного камерная, невероятно уютная, модная, но при этом простая Уфа. Родина блестящих ученых, великих артистов и столица самых потрясающих видов с уфимских холмов. На этом мы поставим многоточие. Наши башкирские каникулы в Уфе начинаются. До соборной мечети подбросишь? Легко. Поехали. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Спасибо. Центральное духовное управление мусульман России – старейшая из мусульманских организаций в нашей стране. Здесь находится резиденция верховного муфтия страны. Здесь находятся все центральные органы управления организацией. И именно поэтому в какой-то степени Уфа по праву считается исламской столицей нашей страны. И не рассказать об этой особенности города я не имею никакого морального права. На въезде через южные ворота города Уфа встречает гостей хорошо узнаваемыми очертаниями первой соборной мечети, которая до 20-х годов прошлого века была главной мечетью огромной страны. Каменное здание с единственным минаретом, спокойными цветами и духом богатой истории привлекает своей аурой не только мусульман. Здесь впору напомнить, что Уфа – город многонациональный и многоконфессиональный. Примечательно, что несмотря на множество реконструкций, внешний облик мечети никогда не менялся. Так же, как и основная функция мечети. Здесь проходят обряды исламского бракосочетания, религиозные праздники и пятничный намаз. Здесь же находится резиденция Верховного муфтия России, председателя Центрального духовного управления мусульман. Религиозный лидер был любезен и позволил нам побывать у него в гостях. В ожидании аудиенции у Верховного муфтия Российской Федерации. Громко говорит: не буду. Не те места. Обратите внимание. Двери какие. Полы скрипят под ногами оператора. Здесь все дышит историей. Меня зовут. Так волнительно. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, как у вас красиво здесь. Здравствуйте. Спасибо. Вы знаете, если я правильно понимаю, Уфа – это настоящая столица российского ислама, потому что здесь располагается Центральное духовное управление мусульман. Уфа в самом центре России. И основные регионы проживания мусульман поблизости – Татарстан, и за Уралом, Свердловская область, Ульяновская область, Самарская область. Все мечети в европейской части, в Сибири, относятся к Центральному духовному управлению. У нас даже сохраняются реликвии. Вот этот Кур'ан-Карим, он написан еще во времена сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалям. И у нас сохраняются две волосинки из бороды пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который подарил султану Абдул-Хамид II, муфтию Мухаммадияр Султанову. И при открытии всех новых мечетей мы берем его с собой, чтобы благодать и благословение Всевышнего падало. Мы знаем, что вы очень любите Уфу. А какие у вас лично любимые места? Может быть, вот здесь аллея, которая рядом с первой собой? Уфу невозможно не любить. Это такая жемчужина.
на горе. Со всех сторон она во всей красе виднеется. Она притягивает к себе. И не только природа. И население, народ очень дружный. В мире и согласии, слава Богу, живем. Добро пожаловать в Уфу, Башкортостан. Музей археологии и этнографии – одно из излюбленных мест туристов и гостей столицы. И сейчас вы поймете, почему. Побывать в этом замечательном музее стоит не только любителям археологии, но и всем желающим узнать много интересного об истории Приволжья. Здесь совокупность научных, археологических и этнографических фондов Института этнологических исследований имени Кузеева. Кто бы мог подумать, в Уфе можно увидеть останки самого настоящего мамонта, башкирского мамонта. Его нашли в 1962 году в Краснокамском районе. Туда, кстати, тоже можно съездить. В палеонтологической коллекции представлено множество артефактов различных эпох, начиная с палеолита. В Музее археологии и этнографии есть еще один зал с уникальными экспонатами, которые привлекают всех туристов и гостей столицы. Их мы сейчас тоже увидим. Сарматское золото – это уникальный фонд, привезенный с раскопок филипповских курганов, возраст которых насчитывает более 2500 лет. Деревянные олени с ветвистыми рогами, обитые золотыми листами, золотая и серебряная посуда с украшениями в виде изображений зверей, золотые нашивки, бляшки, всего свыше 600 различных предметов высокохудожественных изделий, настоящих произведений искусства. Сама находка была осуществлена на территории Оренбургской области, на границе, с Башкортостаном. Так как раскопки вели наши археологи, действовали на свой страх и риск, то большая часть коллекции была перенесена к нам. Но это, в общем-то, соответствует и историческому контексту. Место, заряженное невероятной энергетикой. Это нужно увидеть своими глазами. Культура, традиции, истории, современность народов Башкортостана – все это бережно хранится в Национальном музее. Но здесь есть кое-что особенное, о чем я вам хочу рассказать. Ну, раз уж у нас сегодня пошла тема золота, я не могу упустить возможности показать вам еще одно уникальное творение природы, которое хранится в Национальном музее Республики Башкортостан. Это ирандыкский медведь, самый настоящий, золотой. Увидеть его можно только один раз в год в ночь музеев. Это у нас медведь ирандыкский, потому что у подножия Ирандыкских гор, а медведь, потому что очень похож на медведя, причем на очень доброго такого нашего башкирского медведя. Который объелся меда. Но я вам дам такую возможность подержать и почувствовать вес золота. Так, он будет неожиданно тяжелый. Так, вот так. Ой, ну настолько? Да. Вы-то его гораздо легче подняли. Ну, я привыкла к его весу. Ух ты, какой медвежонок хороший. Ну, а все-таки научно доказано, да, что это самородок? Это научно доказано нашими геологами в Институте сверхпластичности металлов, что это самородок, а не слиток. Тут он такой, каким создала его природа. И мне кажется, он получился очень добрым, на самом деле солнечным, но очень тяжелый. Можно я его верну? Будем на него глазками смотреть.
Ну а зрители нашей программы могут любоваться только через экран, да? Вы же пока его еще не показываете всем посетителям музея, но в будущем обещают, что будет создана некая экспозиция, куда уж можно будет прийти в любое время и посмотреть на настоящее чудо природы. Совсем недавно в Уфе появилось еще одно новое место, которое очень полюбили горожане и гости столицы. Памятник Минигали Шеймуратову. Шеймуратов изображен в напряженный момент кавалерийской атаки. Вся эта колоннада выполнена из мансуровского гранита, который добывается у нас в Училинском районе. Ну а, конечно же, барельефы, рельефы и сам памятник выполнен из бронзы. И хочу сказать, что на изготовление этого памятника ушло 40 тонн бронзы. Здесь изображен весь боевой путь башкирской кавалерийской дивизии. От Уфы, вы видите, да, до Берлина. Над городом Берлин изображен знак победы. Посмотрите, Т-34, да? На самом верху здание Рейхстага разбитое со сломленными, разгромленными знаменами фашистской символикой. Ну и что привезти домой из Уфы? Мед, курай или лисью шапку? Хватит жить стереотипами. Кожные изделия made in Башкортостан. Удивительно красивые, практичные. На века, что называется, но эта сумка лет через 50 не порвется. Сегодня мы будем пытаться сделать что-нибудь своими руками из кожи вместе с отцом-основателем бренда Мосафир Азаматом Елдашбаевым. Я надеюсь, что он научит меня чему-нибудь хорошему. Мы будем делать вещи попроще и попрактичнее, пофункциональнее. Это же, как это, картхолдер? Картхолдер, да-да-да. Это мини-кошелек такой. Вот кусок кожи, так даже вернее будет, наверное. Вот так, значит, кожа КРС. Крупный рогатый скот. Вот, он знает, он уже почти готов стать кожевником. Уже наполовину уже кожевник. Берешь шило, в ту руку, с которой ты работаешь, ложку, которой берешь, значит, и размечаем по контуру. Все зависит от того, какие линии ты прочертишь. И осторожно, аккуратно все это вырезать. Прям по линии. Ну что, заготовочка готова. Вырезал вроде аккуратно. Конечно, есть небольшие косячки, но для первого раза... Для первого раза очень даже, мне кажется, очень даже хорошо. Неплохо. Теперь будем оживлять кожу. Кожа как полуфабрикат. Она выделанная кожа, но видишь, как-то она безжизненная. Не смотрится, как бы, на линолеум похоже. Да, на линолеум похоже. Значит, в основе воск башкирских пчел обязательно. Потому что я перепробовал разные воска. Только из деревни, из настоящей пасеки воск зашел. Ну давайте конкретно, какая деревня? Да, нет, это уж. Все мы понятно. Своих не сдаем. Вот пробойничек. А это что? Это молоток, я так понимаю. Да. Вот видишь наши отверстия разметки? Да. Вот так аккуратненько ставишь по ней, попадаешь и
Ну, вот это самое простое из того, что я сегодня делал. Очень просто. Так что ты не бойся, если тебя уволят, ты без работы не останешься. когда не Меня придешь. это уволят когда-нибудь с таким поведением. Чтобы это люди понимали, что они купили в Уфе или подарили из Уфы, чтобы была этническая основа, вот мы... Вот мы сейчас нанесем Да, Армана. портрет Ратмира Мавлиева, мэра Уфы. Вот теперь осталось прошить самое легкое. Но это будем делать не мы же. Мы... Понятно. О, мы вытащили. Теперь это сюда уходит, вот это сюда И в ту же уходит. самую дырку. Вот это не отверстие. Вообще. Так, здесь чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Понятно, что? Кредитная карта с деньгами и с известным пин-кодом. Конечно, могли бы сюда нарисовать эмблему, логотип вашей передачи. Кстати, как называется ваша передача? У нас называют «Башкирские каникулы». Ну, вот такой карт-холдер есть у многих. Ну, не у многих, но есть. Но Есть. Да. Эта модель эксклюзивная. Такого карт-холдера не будет никогда больше. Никогда больше. Да, даже дело не в том, что там написано, нарисовано, а дело в том, что Дима своими руками сделал. Спасибо вам большое за это. Рахмат. Удачи. Удачных каникулов башкирских. Спасибо. Вот эту удивительную вещь я отвезу Альбине и продам ей за большие деньги. Здравствуйте, Оскар Амирович! Я вас нашла! А я вас так искала и нашла. Какая радость, Здравствуйте, привет. здравствуйте. Ну что, покажете все прелести и чудеса закулисной театральной жизни? Во-первых, как вы меня нашли здесь? Это- Святая святых, это гриму. Это журналистский метод такой, на цепочках, понял. на цыпочках, прислушиваясь, Ясно, я поэтому... понял. Ну, пойдемте, покажу даже. С удовольствием покажу. Так, мы находимся на четвертом этаже. Это вот эта вот дверь, она самая драгоценная, знаете чем? Тем, что за этой дверью находится пошивочный цех. Заглянем и посмотрим. Заглянем. А вот здесь у нас шьется, смотрите, какие вещи. Ой, Это ну, уже идут это к детали костюмам, да, детали костюма идут. И каждый, кто хоть раз был в театре оперы и балета, наверняка восхитился красотой и богатством костюмов. Их действительно шьют очень качественно и с душой. Дальше мы проходим, это наш примерочный, скажем так, цех. Здесь у нас более 400 уникальных, действительно, костюмов. Ох, какая красота! Иван, ну расскажите, как вообще рождается идея создания вот такого сказочного образа? Ну, вы знаете, как бы у нас несколько этапов. Вначале я работаю в мастерской, мы и отдельно от ребят и рисуешь эскизы костюмов. Вот потом делаешь по ним опись, то есть рассказываешь, что ты хочешь и как это все происходит, как на них должно это шиться. А потом приходят они, и порой все меняется на ходу. Один только вопрос. Ау. А померить дадите? Ну, давайте мы с вами померяем, вот, например, какой-нибудь. Потому что ткань тоже зааплицирована. Нет, чтобы ручку. О. Да. Под меня его, конечно, не сшили, но Да. очень даже все. Но какой-то шик в этом есть. Очень даже по погоде. И мне кажется, в нем тепло. Да, в нем тепло, да, потому что это натуральная ткань, она вся проапплицирована, конечно. Одним
одним из самых таинственных и пока мало изученных даже самими уфимцами мест в столице республики является музей-мастерская «Дом Карлсона». Обратите внимание, это мы еще не зашли в этот дом. Располагается жилище Карлсона на крыше одной из высоток в центре города. И, откровенно говоря, я очень давно и хорошо знаю того самого Карлсона, который живет в доме на крыше. Ух ты. Карлсон, Карлсон, еще Карлсон. Да сколько их здесь? Ответ много, не ответ. В целом, глаза разбегаются, столько диковинных экспонатов, собранных на барахолках всего мира. Это я удачно зашел. Обалдеть. Привет. Привет. Слушай, ну если бы я знал, что здесь все так, я бы к тебе пришел, когда ты меня в первый раз позвал. Все надо делать своевременно. Максим, а почему именно в этом месте, ну, по сути, на входе в дом Карлсона, это незаконченная картина? Ну, это самое значимое место, и именно на этом месте фотографируются все посетители нашего музея, как вы заметили. Как в каждом Лувре должна быть своя Джоконда. И у нас это именно вот незаконченная эта девочка-башкирка, работая Рашида Нурмухаметова. Понимаете, если бы она была закончена, она бы меня не заинтересовала, здесь бы не висела, и нам не о чем было бы поговорить. Несмотря на 182 сантиметра своего роста, чувствую себя хоббитом из Шира. Антураж подходящий. Это же вот для детей совсем. Опора моста, мост. По мосту карета едет, видишь? Да. А там вот в глубине, там под мостом, видишь, какие-то волшебные домики стоят, да, видишь? С инфраструктурой, понимаешь? Тут живут, видишь, стаканы. В доме 3 этажа. Каждое пространство – новое ощущение. Это трон. Это видно, что это церемониальное седалище архиепископское, да, то есть дореволюционное, которое, скорее всего, стояло в алтаре кафедрального собора, а после его разрушения было реквизировано, очевидно, властью, понимаешь, и там есть сзади есть табличка «Башкирское государственное издательство». Некоторые экспонаты и пугают, и завораживают своей необычностью. Это зеленый дубовый английский кабинет. Британский. Английский. Какой Хогвартс. А здесь прекрасна атмосфера викторианской Англии, как в книгах о Шерлоке Холмсе. Максим. Да. You'll never walk alone. Ну, для сведущих, а их достаточно большое количество в мире, это гимн футбольного Ливерпуля. Это последняя строчка этого гимна, которая стала девизом, да. Дом Карлсона прекрасен и с улицы, и это классное ощущение побывать на высокой крыше большого города. Это единственное место. И откуда как раз видно, понимаешь, именно наш вот этот замечательный скайлайн. То есть вроде бы обычное соотношение, геометрическое соотношение линий, да, а воспринимается как некий бренд. Максим, спасибо тебе огромное за экскурсию. Это какое-то удивительное место. Итак, мой рум-тур из-за Уфимья. Домик снаружи вы увидели. Обалдеть. Диагонально что-то около 2 метров, наверное, этого экрана. Первый этаж. На втором большая двуспальная кровать. Потолок, видите, имитация бруса. Но самое интересное здесь купель, которая наполняется. Сауна. О! Санузел. Еще одна комната. Еще одна комната. Но главная фишка, друзья, это бассейн. Одна его часть здесь, внутри дома, а вторая выходит на улицу. Ну что, пришло время заселяться. Будем смотреть апартаменты. Карточка.
Та-дам! Нас встречает номер люкс. Комплимент от отеля. Дорогой гость. Спасибо, спасибо, очень приятно. Диванчики, креселка. Ну, смотрите, еще вид из окна. Красивая ночная Уфа. Так, а здесь у нас спальня. Здесь у нас большая светлая ванная комната. Не будем сидеть в красивом номере, будем культурно и красиво проводить вечер. Каким бы увлекательным и насыщенным ни был ваш тур по Уфе, всегда найдите время и силы для культурного вечера. Башкирский государственный театр оперы и балета – идеальное место для того, чтобы почувствовать себя принцессой. Опера «Былина» в 3 действиях Садко – самая ожидаемая премьера 2022 года. Красивая сказка оживает благодаря именитым артистам и грамотной продуманной постановке. Увидеть это стоит непременно. Театр возвышает, одухотворяет и каким-то волшебным образом наполняет. Обязательно к посещению. Ой, как хорошо. Ой, как классно. Дай телефон. Алло, Альбин, привет. Да, привет, Дим. Ну как дела? Ой, у меня все шикарно. Провожу культурные вечера. Все красиво. У тебя как дела? А я уже 2 часа в бассейне. Под дождем плаваю. Запомни, Альбин Фаридовна. Человек на 80% состоит из воды. И вообще. И вообще, Альбин Фаридовна. Все мы вышли из воды. И все мы сюда вернемся. Хорошо, Дим, хорошо. Хорошего вечера тебе. Странный какой-то. Объехав города и районы республики, мы пробовали много разных башкирских традиционных национальных блюд. Но в столице республики, в Уфе, хочется попробовать что-то необычное, интересное. И мы решили узнать, чем же удивляет своих посетителей шеф-повар ресторана Хани Айдар Хананов. Он нас уже ждет. Айдар, здравствуйте. Здравствуйте, Арбин. Как у вас дела? Шикарно, Над спасибо. чем сейчас ломаете голову? Я подумал, что есть сладкого у нас в деревнях такое традиционное, к вкусу которому мы больше всего привыкли. В моей деревне еще было множество разных вареньев, Ну да, варенье. пирогов и свежих каких-то ягод. И, конечно же, молочные продукты также были одним из главных, то, что было на столе. Крот, каймак. Да. Вот из всего этого я решил придумать десерт. Ну, посмотрим, что получится. Я хочу поделиться с тобой идеей этого десерта. Во-первых, подавать я его буду вот в такой вот нанайкиной посуде. Смотри, какая она классная. Классно, прям настоящая такая пиалушка из детства, из деревни. Да, десерт у нас будет муссовый, мусс из вареной сгущенки. Супер, мне вообще очень нравится начало рецепта. Вот, посыпать мы его будем вот таким микробаурсаком. То есть это все как должно быть в баурсаке, то есть тесто.
а сверху хрустящая карамельная корочка. Это баурсаки. Да. А внутрь, под мусс, мы спрячем вот такой калиновый пирог. Калиновый пирог? Калиновый пирог. Такого пирога я не видела. Выглядит как французская ватрушка. Да, да, да. Так как у нас здесь достаточно все сладкое, нам нужно немножечко это все дело освежить. Это у меня сублимированная малина. Высушенная Как малина. красиво! Да. Она будет давать немножечко и красоту, и кислиночку. Ну что, можно пробовать? Я с удовольствием попробую, но а как называется десерт? Вот с названиями у меня, конечно, фантазии не хватает. Может быть, ты мне поможешь? Так, сейчас попробую и сразу помогу. Но я думаю, что это должно ассоциироваться что-то вот с летом, когда вот мы Это на отдыхе. потрясающе, да. Все. Это восхитительно. Посмотрите это лицо, оно не может брать. Это настолько вкусно. Это прямо башкирские каникулы какие-то. Кстати, классное название, мне кажется. Берем? Башкирские Серьезно? каникулы. Вы Так и- возьмете в ресторан наше название? Так и назову меню, честное слово. Друзья, вы должны попробовать башкирские каникулы, если Альбина все не съест. Это очень вкусно, да. Спасибо. Восторг, восторг, восторг. Приехав в Уфу, обязательно посетите ресторан и попробуйте башкирские каникулы. Вам непременно понравится. Утро бывает добрым, только если вкусно поесть. Это мой единственный принцип. Выбрал для завтрака первый национальный фастфуд в Уфе – Айбят Халяр. Добрый день. Добрый день. Хаумухот. В общем, я решил поесть картатаки на любовь. Наш Вкусно? самый знаменитый у нас, самый популярный. Видите, как сразу в точку. Сколько ждать? Минут 7-5. Ну, нормально. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо. Картатаки на любовь. Она выглядит примерно вот так. Плотный завтрак, друзья. Это залог успешного, яркого, интересного дня. Ну, попробуем. Слушайте, ну... Это очень вкусно. Не реклама, просто реально вкусно. Под Уфой есть небольшой аэродром Первушино, где летают самолеты малой авиации. И я тут подумал, а чего бы мне не полетать над Уфой на маленьком самолете? Здрасте. Дима. Сергей. Сергей. Какими судьбами? Ты увидел в интернете самолеты Первушино. Летать сегодня можно? Конечно, можно, но смотри, хорошая погода, легкий снежок. Еще урагана нету, поэтому без проблем. И смогу? Можешь. Даже порулить могу дать. А вот это не надо. Почему? Страшно. Так, пойдем. Заходи, заходи. Полетели. Полета. На самом деле я очень боюсь высоты. Но что меня успокаивает,
это то, что человек, который сзади нас все это снимает, он еще больше боится высоты. И здесь я живу по принципу, мы в ответе за тех, кого приручили. Кстати, после этого пролета я тебе дам порулить. Чуть, ну, немножко повыше заберемся, здесь еще тебе рану давать. Положи руки на штурвал, для того, чтобы понимать, что вообще как бы я делаю. Так, Сергей, но это прям очень низко. Ножки на педали, пожалуйста. Ага, там 2 педали. Газ-тормоз, как и... Ну ты их не нажимай, просто ножки положи. Куда я нажму, я же не знаю, я сейчас нажму его в дерево, он полетим. Левая что, это газ? Нет, и левая это самолет полетит влево, это правая это поворот. право. Это не как на машине. У нас высота 100 метров сейчас. Вот так вот, все. Смотри, я убираю руки. Так. Все, ты дальше сам летишь. Он сам летит, смотри. Да, я сам лечу. Не набираем в горизонт, возьми в горизонт. А как это сделать? От себя. Короче, на себя вверх, от себя вниз. Ага. И контролирую, да? Да. Во. Выполняем влево, поехали. Вот так. Смелее. Так, все, ну не настолько же влево, Сергей, я вас умоляю. Да. Так, все, я не смотрю. Ёлки-палки. Черт побери! Ух ты! Полет закончен, заторможены шасси, и самолет устало крылья опускает. Я понял, почему люди в самолетах аплодируют. Серьезно? Видимо, они так же, как я, летали вот снежной зимой на Цесне в окрестностях Уфы. Фикус лирообразный, бананы, цитрусовые, инжир, кофе, а там еще растут папайя и вообще более 2000 различных видов тропических растений и деревьев. Это не тропики, это Уфа. Уфимский лимонарий – кусочек тропиков в заснеженной Уфе. Здесь растут тысячи деревьев, наполняя ароматом цветов и фруктовых плодов все вокруг. Насыщенность кислородом максимальная. Особенно полезно гулять здесь в период респираторных заболеваний. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а где растут самые кислые лимоны? Ну, лимоны это все кислые, я так бы сказала, да. Ну, а вот эти вот они какие? Но эти лимоны, вот, кстати, за счет того, что кожура у них сладкая, да, вот белая часть альбедо как раз, вот она и славится тем, что витаминов там очень много. В общем, это самый полезный лимон. Да, крупноплодные. Можно да, один ну лимончик? Ой, вот самый как большой? раз самый как раз спелый лимон на вас смотрит. Ой, спасибо. Ароматный такой. Вот его, кстати, я бы с удовольствием съела. А может быть и не я. Саженцы цитрусовых сюда привезли из Ташкента, но за годы своей плодотворной работы здесь вывели и башкирские сорта лимонов. Ого! Да, Альбина. А вот это вот как раз наш самый крупный сорт.
Сорт называется «Салават». В честь Салавата Юлаева, естественно, назвали. Так вот, рекорд его был килограмм 830 грамм. Это наш башкирский сорт, да. Башкирский лимон Да. с весом 1 килограмм, 800 грамм. Больше, наверное, не бывает. Да, ну и все они, когда созревают, ну, обычные, то есть не рекордсмены, они все около килограмма и весят. А какие-то вкусовые особенности есть у этого сорта лимона? Ну, вот они как раз самые более сладкие, я бы сказала. А, ну раз Да. большой, не такой да, кислый. то есть не такой кислый, да. Классно. Аромат и вкус кислинки мы вам обеспечили. За плодами приезжайте сами в Уфимский лимонарий. Привет, Альбина Фаридовна. Привет, Дим. Ты что, с лимоном? Вот тебе. Спасибо. Слушай, как все-таки здорово, что мы с тобой встречаемся в лучшем городе на Земле. Столица Республики Башкортостан. Да, и у меня теперь есть 3 любимые буквы У, Ф, А. Ладно, как ты провел каникулы-то в Уфе? Необычно, правда, дорого, Альбина Фаридовна, но дорого, потому что я жил в большом доме, который рассчитан на очень большую компанию. 41 408 рублей. О, ну да. Ты знаешь, я тоже потратила много, но зато я показала самый красивый и комфортабельный номер в отеле столицы и потратила Сколько? 40 308 рублей. Я что, опять проиграл, что ли? Да, ты проиграл. И у меня даже есть для тебя задание. Какое? Видишь лимон? Ну, вижу, я его держу. Ты должен его съесть целиком и за раз. Если в следующей программе ты проиграешь, Альбина Фаридовна, ты у меня качан капусты съешь целиком и за раз. Да, обязательно. Это были башкирские каникулы. У кого-то кислые, у кого-то счастливые. Пока. Пока. Взяла самый кислый лимон, который вообще возможно было. О.